армия, например, там, да? Государство охотно использует методы устрашения широких масс. Вот Россия — это замечательный пример. Этим устрашением занимаются на Кавказе. Да, возвращаясь к теме джихада, России выгоден было бы какое-нибудь проявление псевдо-джихада, чтобы запустить машину мощнее, я говорил об этом. Да, был период, там где-то вот 15-16 год, когда спровоцировать татар на какие-то там выступления, чтобы потом с ними окончательно решить вопрос. Оккупации. 4-й год, скоро будет 4 года, да, в феврале. За это время господин Палагин, не знаю, какие его предшественники, и его коллеги по цеху репрессивному, посадили уже не один десяток людей сидят и получили сроки, но многие ожидают этих сроков. То есть это будет нарастать. Для отчетности борьба с терроризмом должна происходить ежедневно, ежечасно, еженедельно, ежегодно. Да. Только вот терроризма нету. Вот, как бы, в отличие от того же Кавказа, где хотя бы... Мы не будем сейчас вдаваться в подробности. Сделано бы это был реальный террор, или это было государственное? Вы хотите остаться в своей логике. В своей простой человеческой логике, которая говорит, что бум, взрыв, вот он террор, вот он акт терроризма. Там, да? И вы совершенно не пытаетесь встать на позицию силовика, для которого терроризм — это не бум, взрыв, это хождение бумажек со стола на стол. Вот у тебя человек. Мы можем доказать его связь с такой-то, такой-то группой лиц. Вот решение, что это группа лиц террористы. Вот у нас террористическая организация, вот у нас его член. Вот он террорист. Вот я довожу это дело до суда, я ставлю галочку себе по этому делу, я победил терроризм, я сверлю себе под ордена, под звездочки. Силовика, который сдает отчетность, участвует в этом бумагообороте и получает свои звездочки. То есть эти действия дают пищу тем все-таки правозащитникам, которые остались там. И они, такое некрасивое слово, продолжают вот вякать, да, они говорят, они поднимают шум по этому поводу. Потом еще не хватало, чтобы какой-нибудь режиссер Сокуров тебе в лицо, а это я говорю о лице Путина, да, в лицо говорит о том, что там, отпустите парня Сенцова, да, а какой-нибудь другой правозащитник скажет о Зейтулаеве, еще один скажет о Куку, вот, который ожидает своего приговора. И как объяснять? Будут звучать имена, будут звучать фамилии. Террористов все больше и больше. 10, 20, 50, 100. Сидят сотни людей. Как объяснять, что было вообще? С чего это все вообще началось? То есть по Кавказу хотя бы было понятно. Взрывы в Москве тоже бывали, да? Здесь как будет? По Крыму что, какие будут объяснения? Или я задаю глупые вопросы сейчас? Нет, подождите. А зачем объяснения? Путин человек системы. Он не идиот. Он абсолютно системный человек, которому показывают статистику. Вот смотрите, сколько фактов терроризма пресечено. И там стоит циферка. Там же не разбираются, что там вот это вот, допустим, статья 205.1 одобрение. Там, да? То есть когда-то у тебя такие действия шли по экстремистской группе статей, да? Ну, ты что-то не то сказал, что-то не то подумал. Сейчас вот это самое там, да, становится террористической статьей. То есть раньше тебе за это там могли дать год, на год посадить там, в колонию поселения. Сейчас тебе за это дают 10 лет. В 10 раз увеличилось. Там, да? И по отчетности это пойдет как терроризм. И для Путина не нужно вот это вот бум. Вот у него цифра.